Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня опять Добрый вечер. Да, часть вторая марлезонского балета. Тут у Амана какие-то вопросы накопились подозрительные. Да. Что-то он их держит. Давай, братан, не держи в себе, выплесни все это. Ну, начну поливать всех подряд. Давай. Большинство граждан нашей страны пугается, оставшаяся часть пугает, соответственно, тема революции в нашей стране. Эта тема очень актуальна, как для обоих сторон конфликта, любого конфликта. Всегда начнут говорить, а вот вы хотите так, вот вспомните тогда, а при той революции. Естественно, можно понять, что большинство людей советской ментальности, конечно, пугает, что изменения вообще столь большие, обширные, как формальные, такие как революция. Ну и для адекватных людей тоже как бы вызывает опасения, когда что-то хоп, поменяется и неизвестно, что будет, да? Теперь стандартный вопрос. Что думают об этом националисты? Ну, националисты, как любые адекватные, нормальные люди, думают, что революция – это как бы не тот идеал развития общества, который должен быть, скажем так, в обществе, да, тавтология. Ну, тем не менее, революция, на самом деле, это очень болезненный процесс. Он требует очень больших жертв. Ну, не обязательно там кровь и слезы, и мясо. Нет, на самом деле это ломка, это как хирургическая операция. И общество, как и человеческий организм, оно очень долго потом приходит в себя, и не факт, что результат будет положительный. Поэтому революция на самом деле не есть панацея и не есть как бы абсолютное добро. То есть это как часть эволюционного процесса, но в таком на форсированном режиме. И начиная этот разговор, нужно сразу сказать наше мнение, да, общее, что ни после одной революции никогда жизнь хорошей не становилась. Никогда на следующий день не падала манна небесная, не стали все женщины обладателями норковых шуб, а мужчины ездить на Mercedes S-класс, да, 222-м. Вот, даже на Майбахах никто не ездил. Ну, да. Это очень такой процесс сложный, трудоемкий, болезненный. Теперь, что касается некоторых адептов революции в социальных сетях. Они говорят, революция произойдет, и жизнь станет лучше, веселее и так далее. Еще раз повторюсь, веселее она не станет. Ну, может, для некоторых станет, но лучше точно не станет. Вот. Революция обычно почему происходит? Потому что верхи, низы чего-то там не хотят и не могут. Абсолютно правильно. Что касается нашей страны, скажем, максимально упрощая, у нас такой ситуации нет революционной, потому что наши верхи, они еще, опять-таки, максимально упрощая, не купили все самые дорогие часы, не установили пока все самые дорогие золотые бриллиантовые унитазы, не купили все самые дорогие есть машины. куда расти. Да, есть куда расти, ну, в кавычках, да, естественно. Что касается низов, то на самом деле, ну, может быть, нехорошо так говорить, немножко циничненько, но мы-то люди циничные, мы же нацики. Вот. У нас, нашего общества, плебса, очень низкая база. Что я имею в виду? Обычно говорят, что должен планка всегда опускаться до такой степени, когда уже наступит тот момент, когда уже да, нельзя, вот уже все заебало людей, дальше никаких вот они причин не видят и так далее, и так далее. Но что вам могу сказать? По большому счету можно прожить на ведро картошки и пару кульков гречки. Это не самый дорогой продукт. Люди будут себе позволять это, главное, они же не умирают с голоду. И будут жить в том режиме, в котором жили дальше. Ну, будут, конечно, бухтеть на кухнях, там, доколе, там, писать и так далее. Но эффект низкой базы есть. К сожалению, наш народ уже проходил тот момент, когда, к большому сожалению, приходилось есть самих себя, и это ни к чему не привело. Приезжали бравые ребята, крошили всех нафиг винегрет с пулеметов. И жизнь продолжалась своим чередом. Также все вступали в партию, были пионерами, шли на войну за Родину, за Сталина и так далее, и так далее. Ни к чему это не научило. Соответственно, этот эффект низкой базы есть. И если опускаться уже до уровня инстинктов, не до самосознания, что там коррупция нас достала. Вот как один журналист, к сожалению, не помню его имени, сказал хорошую фразу, что, не помню дословно, но суть такова, что коррупция
наших людей не злит, а наоборот вызывает зависть. Правильно? То есть человек, любой простой гражданин, хочет себя поставить на место этого коррупционера и тащиться как он, а не просто его там убрать или чтобы его осудили, кинули за Не решетку. все, не все. Ну, не Журналист все, по себе судил. ну, не знаю, мне кажется, что он прав, Так. если честно, да. Вот. Поэтому, закрывая первый вопрос, если существует ли революционная ситуация в стране, ее не существует. Как говорится, есть куда расти, со знаком минус обоим частям, да, вот этого вот этих вот системы взаимоотношений. Если у нас в Казахстане революционные партии, естественно, их нет и быть не может, потому что партии отвечают на запрос общества. Раз запроса общества нет, то, соответственно, и партии неоткуда взяться. Хотя еще развивая эту тему, можно рассказать о лидерах. Опять-таки, сетевое сообщество говорит, когда же придет лидер, тот Мессия, не Мессия, а Мессия. Мессия, который поведет народ, там, так далее, когда наша страна родит спасителя. На самом деле, в лучшем случае, страна родит не спасителя, а мученика, которого сдадут еще на стадии формирования штаба, если честно. Сдадут с потрохами просто. Вот. И всегда в любой ситуации революционно, если сделать ретроспективу историческую, они появляются именно на запрос общества. То есть сначала запрос, потом вожди. Никогда не было, что вожди, которые пинают, щекотят общество, эй, Оян Казак, давай, сейчас мы все сделаем. Нет, такого никогда не бывает. Именно в момент, когда начинается бурление, экшен, да, экшен выдвигает людей. И во время этого экшена всегда идет ротация, потому что смена, вообще, скажем так, пребывание на посту лидера, оно является очень жестким экзаменом, без возможности пересдачи. Поэтому остаются, побеждают только самые ловкие, самые умные, самые хищные, самые беспринципные, самые жесткие люди. Именно на этой волне и появляются все эти спасители, мессии и так далее. Мессии, которых потом народ заплюет, закидает камнями, сожжет их прах, выкинет его. Давай, Донат, извиняюсь, что перебью. Мы по поводу революции давай еще уточним детали. В первую очередь, вот ты сказал, что общество, то есть появится, спрос рождает предложение. Все верно. Не надо ждать никаких мессий, не надо ждать никаких там действий. То есть общество просто так не готово к революции в нашей стране. Да. Ну, если смотреть на улицу и смотреть на последние события, которые происходят в нашей стране, я почему-то могу сказать, что все к этому идет. Ну, в смысле, не готово, согласен с тобой, не готово прямо сейчас, но если наше руководство не заметит какие-то там изменения, которые происходят сейчас, в первую очередь это теракты впервые, которые у нас произошли, это события Джамузин, события земельного, там, по земельному вопросу митинги по стране прошли. Это все то, на самом деле, что в других странах считается вообще даже не основанием, ну, как бы для революции, но в нашей стране, где было почти 25 вообще никакой активности, тут что-то вот произошло. Как думаешь, чем это связано? И можно ли это считать вот основанием того, чем... Ну, на самом деле у нас в Конституции прописано наше право любого гражданина иметь возможность собираться, да? Ну, это в Конституции написано. Да, вот. Но, как ты вот сказал, 25 лет у нас таких проявлений не было, даже 2 человека с пикетом, и уже у всех такое ощущение, как будто там почти Что штурм Зимнего. На самом деле они просто реализуют свое конституционное право. Это раз. Во-вторых, касательно действия наших там верхушки по отношению, да, как вот это нивелировать процесс, да, чтобы избежать революции и прочих вот сопутствующих Ну, вещей. слышит ли они народ, я имею в виду? На самом деле, народ слышит или нет, это я не могу, честно говоря, сказать, слышат они или нет. Ну, по их действиям. Мне они не рассказывают, да, тебе, наверное, тоже. Вот, и по действиям тоже как-то непонятно. Но я хочу что сказать. У революции есть отражение, эволюция. Говоря простым языком, эволюция – это реформа. Реформа, то есть революция сверху, да, или их называют реформа. Не обязательно медлиться. Просто есть революция, которая идет снизу, когда охлос начинает все сносить. Диктовать. Да, со словами «доколе», «взять все и победить» и так далее, и так далее. Когда начинается если трэш, угар и прочее, прочее. А есть революция сверху, которая называется эволюция, либо, другим словом, реформы.
Так вот, есть такой большой вопрос. Есть ли желание у наших там реформировать то, чьим выгодоприобретателем они являются? То есть, вот, к примеру, я живу в существующей системе, ну, свой, да, микромир, и я получаю от него дивиденды, кайфую от сложившейся ситуации. И вдруг мне тут говорят: ты знаешь, чувак, тебе надо вот что-то изменить, и после этих изменений ты не будешь получать тот профит, который ты имел до сегодняшнего дня. Как вы считаете, я соглашусь на это? Я скажу, что с ума сошли? Зачем мне что-то менять, и я по итогам этих изменений буду получать меньше? Это нонсенс. Так и здесь. Способна ли наша власть проводить те реформы и как бы менять, уменьшать после нее свой какой-то там профит и так далее? Сейчас она является абсолютным бенефициаром этой системы. И менять эту систему как-то, я не знаю, будет нелогично. Ну, то есть Но, с другой стороны, это линейное развитие событий. Но есть, конечно, такое понятие, как нелинейное, когда мало ли, бумс, тут человек просыпается утром, у него зажигается лампочка, говорит: нет, все, так жить нельзя. Нужно теперь сделать так, чтобы не 0,1 кайфовала, а чтобы, ну, процентов 50 как минимум, ну, не кайфовала, но имела какое-то представление о своем будущем, понимаешь, и относительно этого будущего строила планы. А сейчас как-то горизонты прогнозирования сужаются, да, до месяцев прям, буквально. Ну, вот как ты думаешь, вот тот 0,1%, она как бы, она же тоже осознает, она же все это видит, и эволюционный путь она выбирает или нет? Вот судя по действиям, которые сейчас вот происходят. Вот если очень утрировать, сказать между да или нет. Но если очень утрировать, если их, ты видишь, если их потомство живет за границей, если капитал находится за границей, основные активы находятся за границей, и законы они пишут не для себя, а для нас, то я что-то не очень вижу. Ну вот, я про то же, потому что как участник сам таких же вот митингов, вот сам себе минус сейчас сделал, да, могу сказать, что... Не, ну ты свои конституционные права реализовал, в принципе, тут конституционные права... Мы же наивные такие дурачки, да. Конституционные права. Они не были реализованы, честно, потому что я не шел кого-то там, как и многие другие, практически 100%. Никто этого не собирался делать. Все выходили просто то, что считал нужным выйти, и все были ошарашены, как себя повела власть на самом деле. На мой взгляд, это все было неправильно, нужно было выбрать другой путь развития данных событий. Я сейчас, не знаю, для меня, может быть, кажется, да, может, у меня вот розовые очки появились, но сейчас я, наоборот, как-таки замечаю, что вот какие-то действия происходят с их стороны. Может быть, не от того, что они хотят, а от того, что вынуждены так делать, что после земельного вопроса, по вопросам вот, после террористов, они начали тоже религиозный вопрос, не как раньше, как голову в песок прятать, они, то есть, быстро забывать проблему, они начали, да, в СМИ появлять, обсуждать, появились комитеты. Вопрос решения комитета и функциональности — это уже другой вопрос, но они появились. Как бы такие вопросы появились, которые вот из общества выйден, то есть определенные лица, которые представляли тех людей, которые были на площадях, их позвали на должность чуть повыше, так скажем, да, в различные отрасли. Они там все получили должности, ну, якобы договоренность случилась между властью и народом, да, якобы так. Ну, да. Теперь будем... Не, ну, в принципе, эти люди, они сейчас считают себя, может быть, это, наверное, справедливо, как переводчиками со слова, с номенклатурно-бюрократического тупого языка, да, на язык, ну, народа, да, скажем так, пипла простого. Там, что он там с трибуны высокой какую-то вещает какими-то сложными материями. Чтобы до него донесли, что? В сложной форме, да. А человек это все интерпретирует, говорит: это на самом деле все вот так. Получилось так. Люди вышли на улицу с требованием услышать их право по поводу вопроса, который касается на самом деле почти всех, не только националистов, не почти всех, а даже всех касается, да. Ну, услышали только тех, кто вот, был посредником-переводчиками. Да? Они пошли, была некая договоренность, те донесли до общества, что вопрос как бы решен, ну, не сказать, что полностью решен, но частично решен вопрос. Вроде бы удовлетворены все, но результат как бы такого, нет такого, что полный, или, знаешь, вот, что все гармония. Почему так получилось, что опять-таки появились недовольные, даже те же посредники опять недовольны,
Что им опять не нравится? Ну, на самом деле, мало чего решено. Мне так кажется, что большинство вопросов их просто заболтали. Вот даже создаются какие-то определенные органы, структуры, министерства, комитеты и так далее. Но ведь на самом деле они занимаются забалтыванием этой проблемы. Я сейчас вот отойду немножко от этих земельных дел. Я как-то не очень шарю в этом вопросе. Ну, в смысле, там, как работает эта комиссия, какие там результаты и так далее. Вот взять тот же самый терроризм и его религиозную составляющую. Событий на Западе, в Актубе и так далее. У нас уже несколько лет, я не знаю сколько, существует такое заведение, как Министерство по религиям, да, если я не ошибаюсь. Да. Вот на самом деле в нормальном обществе такого министерства быть не должно. Я так считаю. Так же, как и Министерство культуры, спорта, религии, это туризма. Уже последнее дело. Ну, туризм, ладно, бог с ним. Так вот, эти все органы, они, на самом деле, забалтывают любую проблему. А потому что иначе они не могут работать. Ну, как они решат проблему эту? Только забалтыванием и оправдыванием проедания бюджетных средств. А решение проблемы какое? Решение очень простое. Оно, на самом деле, его озвучить очень просто. Вот я сейчас скажу, его очень просто сказать, а реализовать его на самом деле очень сложно. Терроризм, все эти убийства, все эти ужасные вещи, на самом деле это порок. А безделие это и есть мать всех пороков. Безделие человека, оно лежит совсем в другом русле, сам понимаешь. Безделие это что? Безработица. Человек не устроен, он не прикаян, он непонятно кому нужен на самом деле. Он не нужен государству, он не нужен рынку, не нужен экономике, он никому не нужен. То есть себя человек не нашел в обществе? Да. У него кризис жанра, среднего возраста, ему там с девушками не клеются там, и так далее, и так далее. И вот тут приходит славный добрый бородач, Бармалей, да, начинает ему вкратчиво в Африку поехали. Объясняет. Вот лучше бы он их в Африку забирал, к сожалению, он их оставляет у нас, и эти люди абсолютно зомбированные идут и совершают эти ужасные вещи. И вот сам представь, что может ему противопоставить Министерство религии. Что оно ему скажет? Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке злодей Бармалей. Это, скажем так, такой контраргумент уже будет не очень хороший. Я буду адвокатом Министерства религии. У него уже мозги на такой степени засраны. Ему там пообещали 70 девственниц в раю. Там, и тип-топ, короче. Такой в жизни, земной жизни, наверное, какие-то профиты. А что он ему предложит? Листовку, что ли? На, вот почитай брошюру Казахстан 2050. Да, и что, и им сыт не будешь. Он прочитал и выкинул. Баню вот в Чемкенте мечети вышел же парень. Я так считаю, что он вообще на борт Титаника запрыгнул. Тонущего, по-моему, уже опоздал, ему лет на 10, наверное. Вот 10 лет назад он в масть бы залетел. Сейчас бы, наверное, был бы и министром. Скорее всего. По делам тех же религий. Что-то опоздал парень. Да, он опоздал. Слоупок. Молодой просто, горячий. Наверное. Вот. А ему не объяснили. По поводу религии, смотри, у нас есть еще ДУМК, или как он правильно расшифровывается, да? ДУМК. Духовное управление мусульман Казахстана. Да, вот тоже абсолютно я никакой функциональной не вижу вообще. У нас есть еще, как он называется, по делам религии, и как-то, который организовал этот в Астане форум всех религий. Как он? В общем, куча таких организаций, которые из бюджета прямо деньги получают, и непонятно, что они делают. Вот, на мой взгляд, все это соглашусь, что это вообще не нужно. По поводу мечетей, как контролировать? Некоторые спрашивают, некоторые точнее не спрашивают, некоторые утверждают, что нужно контролировать мечети и так далее. Что ты думаешь по этому поводу? Контролировать мечети, я даже не знаю, там их всех не проконтролируешь. Но с другой стороны, у нас такой огромный бюрократический аппарат, в принципе, и силовой аппарат достаточно обширный. При желании не могут контролировать, напихать туда жучков, видеокамер, даже, в принципе, в открытом виде, вполне легально. Но, как я еще раз говорю, конкурировать с мыслями тяжело, потому что мысли на самом деле не имеют границ. Любой Бармалей может сбрить городу и также найти свою пассу, а визуально его не отличишь. Вот и все. Поэтому тут вопрос даже не кто кого переболтает, официоз либо они, а именно вопрос, чтобы внутри нас созрела та среда, которая позволяет этим Бармалеям не заниматься чем попало, а идти работать. Четкое видение в обществе, да, должно быть, то есть граждан, что их ждет впереди. Я к тому, что Бармалей же, они же им обещают то, что вот и
в земной жизни получишь это, вот этот после земной жизни, у нас должно быть как бы альтернатива. Или не должно быть в плане видения по жизни, там, дороги. Вот у нас с тобой должна быть альтернатива. Ну да. Что у них, я не знаю, но у нас с тобой и у таких, как мы, альтернатива должна быть. И мы ее предлагаем. Мы это уже в предыдущих роликах, мы, в принципе, о себе рассказывали. Дальше впереди мы тоже будем объяснять, почему мы, скажем так, лучше Бармалеев. Да? Мы альтернативы. Ну, они же, понимаешь, в какой-то мере тоже наш конкурент в идеологической борьбе. Пепси-кола. Понимаешь, да. Мы как Кока-Кола, они беспонтовая Пепси, да? Ну, да. Вот, поэтому я думаю, справедливость, она не то, что восторжествует, а правда просто победит, а правда на нашей стороне. Понимаешь? Потому что мы не оперируем такими вещами, как они, там, убей того, получишь сейчас мешок риса, взорвешь вместе с ним, ты попадешь в рай. Ну, бред собачий в 21 веке, на волне второй, четвертой технической революции, такую модернизация сознания. Дичь нести, да, тем более у нас еще рядом модернизация сознания идет, так что это вообще просто нонсенс. Поэтому здесь мы просто выигрываем их. И на самом деле мы же сами понимаем, что этих же людей тот же самый 0,1, только с другой стороны. Как думаешь, вот тут одна десятитысячная, тут другая. Но они как ты думаешь, вот власть якобы, да, если поделим, ярлыки навешаем, они же раньше опирались на вот ту часть, которая считалась ватниками, да? Ну, грубо говоря. Сейчас они провели анализ, там, свод-анализ, там, любой контент-анализ, я не знаю, ну, все виды анализа, заметили, что вот ватников что-то, часть в России, часть умерла, часть куда-то исчезла, часть перебралась, либо к Бармалеям, либо кому-то, либо к нам. И вот мы, националисты, занимаем нишу, нас становится больше. И тебе не кажется, что власть как бы на нас переворачивается, и все вот эти латинизация процесса, вот это открытие казахских школ, то есть вот это все эти процедуры открытия памятников, переименования улиц и все вот другие вот эти процессы связаны с тем, что власть понимает, что мы являемся государственниками, националисты-государственники, да, что наши как бы позиции не сильно отличаются от государственников, да, грубо говоря. Да. Тебе так не кажется? Ну, знаешь, это они просто отвечают на вопрос, на устоявшийся термин, что если ты не можешь сопротивляться, возглавь. А сопротивляться реальности на самом деле как против ветра ссать. Ну зачем? Можно же испачкаться. А тут просто идет такой поток, который создан естественным природным путем. Понимаешь? При всем богатстве выбора это единственная альтернатива. Это единственный путь. И сопротивляться ему это безумие. Соответственно, не можешь, возглавь. Это как бы причем такой один из таких небольших плюсов. Да, это хороший вариант. То есть не надо ему потакать, надо ему следовать, надо развивать и давать другим развиваться. Это уже идет вопрос, понимаешь, перспективы. Как мы уже в самом первом видео говорили, что не должно быть партий националистических. Должно быть много партий, созданных в националистической среде. Вот это будет просто... Теперь еще один вопрос. Если они возглавили этот процесс, устраивает ли это нас, как националистов? Такой вот острый вопрос. На сегодня все темы острые. Да, вопрос острый. Нравится это? Ну, понимаешь, 25 лет очень много красивых программ было. 20-30, вот 20, то, что написано, 15, да? Вот, 10, то, что у них написано черным по белому, я вот всеми конечностями за. Но за 25 лет сложилась такая плохая традиция, что исполнение говно. Да. Вот, к сожалению. Вот как бы план, шикардос, преза, PowerPoint, все ништяк. Проведены конференции, симпозиумы, приглашены все религии, Бармалеи со всех концов света, ручки пожали, водки выпили, разбежались. Давайте это исполнять, давайте. А вот исполнение как-то вот что-то так не получается. И контроль не получается, и исполнение не получается, и никто не сел. Ну, сели там по каким-то одиозным вещам или по какой-то дичи, там, я не знаю, да. А вот таких серьезных посадок почему-то нету. Почему? А хрен его знает почему. Может, они все... Вот поэтому и вопрос. Можно ли считать это, скажем, ты же задал, это считать каким-то хорошим, на это надеяться? Вот что-то у меня после этого... Сомнения есть. Да, сомнения, мягко говоря. Причем сомнения у большинства, да? Ну, таких, как мы с тобой, да. Не знаю, как другие скажут. Ну, наверное, в комментах напишут, несете всякую дичь. Ну, там коммент были. Тупые нацики. Да. Ну, надеюсь, власть тоже это видит. Я надеюсь, что делает выводы. Вот. Услышали доната. И не только власть, надеюсь, все мы услышали. До свидания.